Проблема отсутствия занятости населения всегда вызывала повышенное внимание общественности. Слабая востребованность человеческих ресурсов на рынке труда провоцирует потерю квалификации населения, недовольство масс и даже конфликты с властями. Растущую необходимость акцентировать внимание на данном социальном явлении в конце 20 века подхватили средства массовой информации. Так, в календаре международных праздников появилась особая знаменательная дата. День защиты от безработицы отмечается в России 21 мая. Впервые россияне отметили его в 1992 году, спустя год после образования службы занятости населения, хотя законодательно дата нигде не утверждена. Каждый человек имеет право на достойную жизнь, обеспечение которой прямо зависит от наличия хорошо оплачиваемой и гарантированной работы. В этой связи одним из основных является вопрос перспективного обучения молодежи, что позволяет взращивать востребованные кадры и избегать риска отсутствия занятости в будущем. В Сибае с этой целью в преддверии праздника состоялась республиканская профориентационная акция для учащейся молодежи «Выбор будущего». Уже, конечно, становится доброй традицией проведения подобных мероприятий, акции «Выбор будущего», потому что вот уже сегодня ведущая сказала, что, конечно же, труд, он всегда был, есть, я надеюсь, и в дальнейшем будет основополагающим, конечно, двигателем экономики. Конечно, труд, он дает основную прибавочную стоимость. Инициатором акции выступило Министерство труда и социальной защиты населения Башкортостана. В помощь будущим абитуриентам на мероприятии развернулась масштабная экспозиционная площадка, где были представлены стенды различных профильных предприятий и большинства образовательных учреждений Башкирского Зауралья. У нас в колледже в основном готовят рабочие профессии, и последние несколько лет мы уже открыли 3 специальности, новые специальности. В прошлом году мы набрали гостиничный сервис, технологии продукции общественного питания. И с этого года мы набираем абсолютно новую профессию – конструирование, моделирование и изготовление швейных изделий. Всего в этом году нам выделено 325 бюджетных мест, так что всем желающим будет бюджетное бесплатное обучение. Мы приехали из города Баймак, Зауральский агропромышленный колледж. Я представляю наше сварочное производство. Мы сварщиков готовим. На базе 9 классов это 3 года обучения. И на базе 11 классов 1 год обучения. Мы представляем Октябрьский горный колледж, расположен в селе Октябрь Хайблинского района. Здесь, получается, у нас обучаются студентов по горным специальностям, а также по сельскохозяйственному отраслю. По горным специальностям обучаются, как я уже сказал, по подземной разработке ископаемых, открытые горные работы, обогащение полезных ископаемых, декоративно-прикладное искусство и техническое обслуживание, ремонт горных машин. Существуют ситуации, когда профориентированность, помимо наличия необходимых личностных и интеллектуальных качеств, налагает целый список требований к физическому состоянию соискателя на ту или иную должность. Так, сотрудники местного отделения МЧС позволили представителям учащейся молодежи испробовать себя в условиях максимально приближенных к боевым. Нормально? Нормально? Че, Паш, как? Лучше закладывать, так нормально. Сегодня на рынке труда у нас наибольшее, конечно же, количество востребованных профессий – это рабочие руки, рабочие профессии. Хотелось бы сегодня пожелать нашей молодежи, чтобы действительно они с учетом своих способностей, интересов выбрали, осознанно подошли к выбору профессии. «Мечты сбываются», гласит известный слоган крупнейшей газотранспортной компании мира. Как оказалось, список вакансий работодатель мечты выдвигает вполне земные. Нам в основном сейчас очень требуются рабочие специальности, которые мы здесь вот представили. Слесаря по газовому хозяйству, линейный трубопроводчик, операторы газораспределительной станции. Опорным вузом сейчас в России как бы считается опорный вуз нефтяной в Уфе, который находится. А здесь у нас по Заурале есть вот баймакский филиал Уфимского топливно-энергетического колледжа, который тоже там есть монтаж и эксплуатация газовых систем. И после этого уже можно к нам устроиться спокойно. В конце в рамках акции состоялась интенсив-сессия «Территория Зауралья. Вектор на развитие». В ней приняли участие представители местного самоуправления, общественных организаций, образовательных учреждений и предприятий районов Зауралья. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.